Вообще хочу поехать в Зеленогорье с 3-м аккумулятором. Ну, потому что сейчас в такую погоду еще не хватает 2 моих родных. Вот. В притирочку. Прям вообще. Ну, на ЕМТБ там может быть на километров 75 где-то. А с Зеленогорья в Орджоникидзе 80 с копейками там. Вот. Я хочу поехать и вот с 3-м аккумулятором. Кайфануть. Может даже и весь маршрут 80 километров на турбо. Почему бы и нет? Проверить. Ну, по идее, не знаю, на 60 километров хватает по этой дороге на турбо. Там 58, ну 60, да, там что-то было 59 вроде бы, в общем 60. А если 3-й аккумулятор, там 2 деления, грубо говоря, добавляется, ну 2,5, вот, то как бы можно попробовать 60. Это одно деление где-то дает километров 10. Ну вот 60, 70, 80. Ну, по идее, должно на 80 хватить. Ну, посмотрим, да. Фух. Все такое зеленое, капец. Аж не верится, что весна. В том году в мае начала зеленеть в начале, а в этом году вот уже все зеленое. Так что о, сейчас спуск первый. Не, на турбо вообще на подъемы едешь. Ну, нагрузка есть, да, но просто ты едешь, кайфуешь, ловишь кайф. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фу, хорошо. Фу. Сейчас включим освещение. Жарко. Даже жарко. Даже жарко. Фух. О, фары засунулись. Бахнем в водичке. О.
Ну чё, погнали дальше. Теперь на спуск. Теперь охладимся. Тут. Красивый вид, да? И вот замок тут, отель 4 звезды, он находится там дальше с левой стороны. И он смотрит на вот эту вот скалу. И, кстати, там есть, там уже дальше будем ехать, покажу. Там дорога через лес есть, и она ведет куда-то вот туда наверх. Прибрежная направо, а нам прямо. Вот налево поворот на этот отель 4 звезды. Кафе «Бочка». Есть бочка смерти в Севастополе. Типа как смотровая там. Или что? Называется так. Бочка смерти. Где-то там в районе Фиолента, что ли. Фух. Да, гора такая. И вот сейчас дорога там дальше, грунтовая, пойдет в лес, и там стоит шлагбаум. И вроде как можно по грунтовой дороге то подняться вверх на вот эту скалу. Вроде как. Солнечная долина. Я хочу туда попробовать подняться, но уже не сейчас, а в другой раз. Вот. В какой-нибудь, ну, просто надо пораньше выезжать. А тут так как бы поздноватенько.
Поздноватенько так. Фух. 3 деления. 3 деления. Да, хватит с головой. С 3-м аккумулятором. Можно даже и не смотреть сколько. Нет, там когда будет одно деление, надо переставиться уже. Вот когда 30 градусов на турбо хватает из нового света в Орджоникидзе. А когда вот 20 градусов не хватает. Фух. Потому что температурный режим этот, он влияет на заряд батареи, как быстро она садится, в общем. Ну, на обычном велосипеде, конечно, этот маршрут, я не знаю, за сколько проедешь. Даже на шоссейнике. Ну, наверное, за часа. Но если прям ты подготовленный, прям постоянно ездишь, то может за часа, ну, за часа, не знаю, 2,5-3. Где-то так. Ну, где-то за 3, да. За 3 часа. Где-то. Вот. Я доезжаю за 1,5 часа. Где-то так. Красотища. То есть разница с обычным велосипедом как минимум в час, а то и в 1,5. Лисичка, лисичка, привет, лисичка, привет, лисичка. Ты куда, лисичка? Эй, лисичка. Ч-ч-ч-ч. Да, лисичка. Я думал, кот бежит. Потом ближе, не, лисица. Маленькая. Маленькая лисичка. Где она там делась? Ладно, поехали дальше. Сейчас жвачку возьмем. Лисичка, сестричка. Фух.
Еще по светлому приедем, я думаю. Что тут ехать? Сейчас вот поднимемся и уже будет первый спуск. Ну не первый, второй уже, да. Первый спуск это где Солнечная долина, а второй спуск это вот этот, который идет до Щебетовки. Какая-то там внизу дорога по лесу. Да, так здесь вечером сегодня свежо. Хоть и ветра нету. А когда на скорости топишь, так ощущается нормально. Фух. Оп. Оп-оп-оп. А летом можно попробовать в начале лета какой-нибудь жахнуть маршрут типа этого, ну дальше, чем Зеленогорье, с третьим аккумулятором, где-то на километров 100 можно. Ну вот я в Ялте ездил, но весной в мае с Ялты на Фаровскую церковь на ЕМТБ с третьим аккумулятором, и потом назад, ну, туда по трассе, как на Севастополь. Вот. Как на Севастополь ехать. А назад, ну, как на Севастополь, потом сворачиваешь на эту, как там ее, Старое Севастопольское шоссе, и по старому Севастопольскому шоссе жаришь до Фаровской церкви и назад нижней дорогой. Ну, там на Севастопольское шоссе выезжаешь, спускаешься, чуть проезжаешь, и потом уже на Коцвеле, Семеис. И вот в мае я ездил, я на ЕМТБ ездил, 92 километра было. Вот. Сейчас станем.
92 километра у меня было. А сейчас хочу очки одеть другие. О, отлично. Вот, у меня 92 километра выходило. Как бы. Это да, было где-то градусов 25 было, где-то так. Ну что, пошел спуск до Щебетовки. Ох, какие горы красивенные. Так ты шо. Можно встать, сфотографировать. А где стать нам? Где тут есть местечко, чтобы видно было? То тут уже кусты, отсюда уже не сфотографируешь, да. А вот эти... О, лисица. Лисица стоит, смотрит. Ля-ля-ля-ля-ля. Побежала, ля. Ешь давай. Давай, давай, беги, беги. Лисичка, капец. Вторая уже. Обалдеть. Стала, стоит посреди дороги. Обалдеть. Ох уж лисица. Ну, они, конечно, хотят есть. Что у них еды особо, что они там в лесу найдут. Какую там еду, ягоды, жучков, тараканов. А они хотят тоже что-нибудь вкусненькое. Ну, у меня ничего нет, у меня только конфета и все, что и моя конфета. Тем более и сладкая, наверное. Нельзя конфеты.
тут какое все пышное зеленое, просто капец. Красотища. Ух ты! Дороги, конечно, здесь подубитые. Когда-нибудь здесь будут хорошие дороги. Но не сегодня. Может, через год, другой. А ну, сейчас станем здесь, сфотографируем дорогу. Красота. Что тут мои эти? Держатся. Держатся. Куда они денутся? Что-то у меня амортизатор задний. Подспустил. Я его качнул когда? Позавчера. Подспустил. Может, уже надо разобрать, посмотреть, что там с ним происходит. Ох, красота какая. Сейчас станем. Заснимем. Так, все это последняя остановка. Хватит делать остановки, надо ехать. Да, вторая лисица попалась. Но первая так меня обошла и пошла. Это прям усердно стояла на дороге, смотрела. Kia. Красивая дорога такая вся зеленая. Сейчас все уже в зелени пышной.
неровности. Дорога неровная. Go. Да, красота, конечно. Красота, красотища. Где-то там сзади машины вроде нету. Краснокаменка налево, монастырь Кизил налево. О, дорога, блин. Сделайте дорогу здесь тоже. Хочется погонять здесь. Нормально. Полиция. О! Да, амортизатор что-то спускает. Сколько я покатался. Второй месяц, да, это уже заканчивается. Ну, получается, надо смотреть уже что-то, может, просто надо что-то подсмазать там или что. Сейчас заедем на озеро. Сейчас заедем, посмотрим, что там на озере делается. Никого нету, вон там пару машин стоит. Красивенько. Вон жарят шашлыки. Отсюда вид такой интересный. Прикольно. Уточка он плавает.
Так, ладно. Поехали дальше. Все у меня тут держится. Да, вроде аккумулятор держится. Так, ну что, погнали дальше на Коктебель. Озеро Надежды. Одно такое красивое озеро получается в районе, можно сказать, район Феодосии, Коктебеля. А дальше уже следующее красивое озеро, я не знаю даже где, в каком месте. Да, горы такие красивые. Дом культуры в Щебетовке. Да, амортизатор спустил. Что ж такое? Вот дает. Я прям чувствую, что спустил. Не полностью, но где-то до 140, до 150 спустил.
красота, ляпота. Щебетовка, прощай. Да здравствует Коктебель. Коктебель-Сити. Горы Карадага вас приветствуют. Да, жалко, что в Карадаг просто так никак нельзя заехать, подняться. Там такой лес, такая красота, блин. Ну, хотя вот в Ялтинский лес, там тоже много мест, где нельзя, но все равно как-то проезжаешь, как-то едешь. А здесь не, просто надо как-то хотя бы посмотреть какие-то, ну, вот если вот отсюда смотреть, я не вижу вообще никакого даже заезда в лес. Хотя бы вот какая-то была дорога через виноградники, и типа там стоит шлагбаум. Но я не вижу этого. Ничего нету. Никаких шлагбаумов. Вообще нету, не вижу я. Никаких подъездных путей не видно. Просто в Ялте много мест таких, где вот типа пожарная дорога или что-то вот такое. И там везде стоят шлагбаумы, чтобы они ездили на своих машинах там на чем, ну типа тушить лес там или кормить зверей там такое. А тут, ну не вижу я где. Ну, он какая-то дорожка, да, была. Ну, не знаю. Как-то надо поискать. Может, через какое-то место можно куда-то заехать, подняться. С какой-то высоты, например, хотя бы посмотреть вид на окрестности. Ну, он гора прикольная. Там он дорога туда есть через шлагбаум. Может, на нее можно подняться. Вон на ту. Ну, она не такая же высокая, но тем не менее. Он тоже такое небольшая. Ладненько. Крутим пока. Соединение. Закатик он там где-то красивый.
друга пытается обогнать. У всех скоростные машины. 180 есть. Значит, все, можно топить под 120, под 140. Прикольное место вот то. Может, тут эта дорога ведет на эту. Тут сторож постоянно на машине сидит. Может, вот эта дорога ведет на эту тропу Грина. А ну, сейчас медленнее поедем. Хочу посмотреть. Хотя так лучше не смотреть, да. Надо встать и посмотреть. Вот. Сейчас встанем. Опа. Опа. Сейчас хочу посмотреть. Просто тропа Грина. Нет, это не тропа Грина. Где-то, ну-ка, сейчас. Наникова. Вот тропа Грина там проходит. Ну, наверное, нет, все-таки. Хотя, может быть и есть. От Лукая называется. Ладно. Погнали дальше. О, забыл переключиться. О. Пойдем же. Да, спустил амортизатор, видно. Фух. Красивый закатик вон там. Красненький. Красота, да. А и вон впереди там тоже красивый закат. Вон краски заката. Сколько на часах? 15:28. Ну да, сейчас красиво. Блин, надо встать. Фоткать закат. Но тут деревья везде, блин. Везде деревья. Сейчас где-то встанем вот здесь. Где-то вот здесь вот, да, сейчас. Дальше чуток. О, вот здесь. Ладненько. Погнали, короче, дальше. Два деления уже. Красивенько. Закатик. Красивенький. А, и вон тоже
Закат на всю сторону. Красиво. Красивенько, да. Ладно, погнали. Красивый закат, да. Красивый, ничего не скажешь. Ох, отсюда видно он. Тихую бухту, мыс Хамелеон и Орджоникидзе. Ну все, сейчас уже за деревьев, да, не видно. Там именно такой, как бы, возвышенности, с возвышенности было прям видно. Что это за пылюган? Кто-то ехал по ходу. Фура пошла по серпантину. Сейчас там будет на подъемах перевалы преодолевать. Какая-то птица. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Сафари ранч Диннатери аквапарк 3,5 километра. Собака. Привет, собака, привет. Как тебе добро пожаловать. Автобус 60 притопил. Нифига себе.
60 притопил мерзавец. Пацаны на мопедах. Ну да. Пацаны на мопедах. Коктебель-Сити. Ну, все, тут километров 12 где-то осталось. Ну вот и как раз там чуть-чуть нам и не хватит до Орджоникидзе. Там где-то мы и включим свой третий аккумулятор. Ух ты, яма, блин, капец. Про нее вечно я забываю, блин. Закатик там красивенький. В горах закатик. Так, что мы, как мы поедем? По асфальту или по
Или по горам. С аккумулятором. По горам? Ну, не знаю, не знаю. А сейчас, кстати, я сейчас вот одно деление должно здесь после арки переключиться. Я как раз переставлю аккумулятор. Да, еще по светлому успели вернуться. Не в темень. Автобус летит с завода. Мяу, погнал пазик. Завод Коктебель. 300 метров. Так, переключаемся, да. Тут уже смысла газовать нету, тут уже будем потихонечку ехать. Фух. Фух. Чуть-чуть линия есть для велосипеда, чуть-чуть. И сейчас она вообще все меньше и меньше, и все. Ну да, вот она. Чуть-чуть вообще. Совсем чуть-чуть. Фух, жарковатенько так. Фух. Ой, хорошо. Фух. Ого, там машин сколько едет. Опять идем. Пролетел. Или пролетела. Фух. Да, сейчас поедем в горы, махнем в горы. Посмотрим, как подниматься, тяжело или нет с аккумулятором спереди на руле с весом 2,5 килограмма. Да, 2,5 килограмма это приличный вес. Это сейчас велосипед весит килограмм 30. Офигеть. 30 килограмм. Так, пока еще не переключается. Пока месяца еще 2 держится. Сейчас где-то километров, наверное,
50 есть уже. Осталось километров 10-12. Где-то так. Но я сегодня все время на турбо. Все время в 20-градусную температуру. Так что, с одной стороны, но я когда в тот раз ездил, я не помню сколько было, по-моему было чуть теплее. И это у меня выключился двигатель, повернул на Орджоникидзе, и он выключился. Буквально не хватило там, не знаю, километр-два где-то. И это так было больно, неприятно, что вот именно вот осталось понты, и он раз и выключился. Думаешь, капец, блин. Не доехал буквально чуть-чуть. И вот все-таки я решил взять. Не, я заодно протестировал сумку эту. Как она держит такой вес. Ну и попробовать ехать, да, с таким весом спереди. Я никогда с таким весом не ездил спереди. Ездил там килограмм там и все. Так что сейчас протестим еще на подъеме как. Ну пока держится еще. Сейчас тут заезд. О. О. Оп-оп-оп-оп-оп. Да, прям амортизатор слышно. Скачет. О. Ну почти, да. Тут 2 пальца. Один еще, да, там. Чуть-чуть. Интересно. Ладно, сейчас переставим аккумулятор. Ох, такие виды он. Ну, закат уже все исчез. Ой. О, допил воду. Так. Что нам надо сперва сделать? Фух. Так, ну что, погнали. Погнали дальше. Переставил я аккумулятор свежий. Так, что-то фары мне не нравятся. Наверное, не той стороной одна фара у меня стоит, да? Ну да, ну ладно. Ой, какая-то там передачка щелкает. А как на спуске, интересно, ведет себя сумка с аккумулятором? Это ж ее тянет вниз, получается. Посмотрим.
Да, что-то амортизатор. Пора смотреть уже. Ну, потому что по горам, когда катаешься по таким вот дорогам, похоже, на долго его не хватает. Плюс вес мой 100 килограмм. Поэтому, наверное, он надолго не выдерживает таких нагрузок больших. Где-то, наверное, там дают сколько-то там часов езды. И все. Вау, 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 вау. Все, поднялись. Погнали. Погнали дальше. Еще видно слегка. Сейчас уже минут, наверное, 10 и все уже. Ну, уже начало темнеть как бы. Да, у меня один фонарь прицеплен не на ту сторону. О! Камни. Собака. Сейчас еще трава заросла, их из-за травы не все видно. Ну, сколько нам тут осталось? Километров 10 где-то осталось нам. Что там у меня? Тарахтит что-то. Так, что там, интересно, они дорогу. Машины он ездят, я смотрю. Они там сейчас одну сторону делали, а потом вторую сторону. Сегодня уже ложили асфальт. Сейчас посмотрим. А это сумка дребезжит. Что-то в сумке. Что-то в сумке дребезжит. Красивый карадах. Ну, сейчас заснимем. Может, сейчас получится перецепить фары.
О, все. Теперь нормально. А, не, это не понял, а что, ей это тоже что ли поворачивает уже, не хочет держаться, что-то не понял юмора. У меня ж одна фара была плоховастенькая, что и вторая уже. Ну, похоже на то и вторая. Или там, может, болты открутились, надо посмотреть. Потом еще оно не держит, поворачивает в обратную сторону ее. Вау! 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 Тут. А, я не включил же этот 0,9. А то что-то еду, а там 26 и все, потом стоп. Не гони так. Ух, тут и щебень есть такой местами. Горный хребет между Коктебелем и Орджоникидзе. Там хоть на камеру еще что-то видно. А, ну да, еще чуток что-то видно. А вон машина, да, поехала, значит, ездят, да. Дорога открытая. А то, что они вчера левую сторону закатали, и видно, подождали, пока оно подсохнет. И, наверное, открыли ее сегодня и правую сторону сейчас смазали. Ну, сделали, положили асфальт. Ну, сейчас посмотрим, да, с какой там стороны открыто. Не будем гадать на кофейне. Машина поехала в сторону Орджоникидзе. А вон там закат красивый. А ну видно. Отсюда сейчас станем, посмотрим. Вон он. А ну сейчас
на телефоне, может, будет видно. 8:04 уже. А ну-ка. Ну, чуток видно. Поехали. Так, очки на месте. Очки на месте, да. Не, все-таки правая фара должна быть с левой стороны. Оп-о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 п. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Интересно, они срезают сейчас? Срезали сегодня асфальт. Дальше, но они, вернее, не срезают, а подсыпают и вроде как сверху ложат. Сверху, да. Что-то фара все-таки вот это должна быть вот здесь. Вот, а это вот здесь. О, погнали, все. Кто-то там идет с фонариками. В гору поднимается. Ох ты! Сейчас проверим надежность сумки. Ах, кто-то идет внизу. Вау. Ну да, сумка так тянет. Нагрузка есть наперед. Может, сейчас спустимся аккуратно, не спеша. Вау. Не спеша спустимся. Вау. Вот и спустились.
Добрый вечер. С собаками мужик гуляет в горах. А где ж его машина? А машины нету его. Он пешком на нас пришел с Орджоникидзе. Вон еще кто-то гуляет в горах, светит фонариком. Сейчас мы станем, нам надо включить освещение. Ну что, погнали, посмотрим, где они сняли что, асфальт. Что-то и это фара уже у меня в обратную сторону. Так, аккумулятор на месте. Вот они где. Уже куда дошли. Вот они перекрыли эту сторону. Прикольно. Что там сзади машины вроде нету. Ну да, уже до сюда дошли. Почти до Любовного уже дошли. Поворота. Ну да, они подсыпают сверху щебнем, по нему проходятся и потом ложат сверху асфальт. Они, хотя нет, вот старый асфальт снятый же. Нет, сняли асфальт, да. Просто они потом щебнем подсыпают, а потом уже там асфальт ложат. А то один говорит, что да не, говорит, асфальт старый оставили, только щебнем сверху подсыпали и, мол, все. Непонятно. Непонятно ничего. Так, ну а по левой стороне, я так понял, можно ехать уже, что ли? Ну да. Ну ладно, будем по этой же ехать стороне, потому что там уже он ничего не стоит. Ну а если встречка будет ехать, придется съезжать. О-о-о-о-о! Кто тут был? Трактор какой-то тут был, прошелся. Да, вот они, щебень сверху уже засыпали. Здесь будут завтра катать асфальт.
Ну, хорошо, да, потихоньку, за недельки-две должны сделать. Ох! О! Нифига себе, новый асфальт! Офигеть! Прикольно! Прикольно! Красота! Да, не верится, что здесь асфальт, блин, новый. Сзади машина, да? Вроде как едет, а мы успеем, я думаю. Да, машина сзади. Прикольно, блин. Прикольно. Едь за мной. О, здесь уже асфальтик. Прикольно. Да уж.